Последние дни лета для строителей выдались особенно жаркими. Перед началом нового учебного года и наступлением осени работы навалилось еще больше, чем обычно. Поэтому трудятся усерднее, чтобы уложиться в срок. В программу благоустройства социальных объектов Грозного вошли 95 учреждений. Это больницы, поликлиники, мечети и школы. В течение лета проделан большой объем работы. В рамках поручения главы Чеченской Республики мы подготовили программу по благоустройству этих объектов. И согласно этой программе все эти работы были выполнены. Заметно преобразился и проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова после установки металлических ограждений. Помимо эстетической красоты, ограждения выполняют еще и защитную функцию. На проспекте часто фиксировались нарушения со стороны пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте, создавая аварийные ситуации. Нередки случаи ДТП по их вине. Статистические данные свидетельствуют о чрезвычайной необходимости и полезности пешеходных ограждений, поскольку они физически перекрывают доступ пешеходов к проезжей части на неустановленных местах. Кроме того, эти конструкции препятствуют незаконным парковкам автомобилистов, а также посадке и высадке пассажиров из общественного транспорта в неустановленных местах. Такие металлические ограждения столичные власти планируют установить на всех основных магистралях города. Кованый дизайн наиболее удачно вписывается в общую архитектуру Грозного, считает мэрия. Немало работы столичные власти проделали и в рамках исполнения программы по внутридворовому благоустройству Грозного. За счет проведенных работ преобразились десятки дворов. Произведено озеленение, установлены детские и спортивные площадки. Мы докупили в этом году 12 детских площадок. Все эти площадки нами по согласованию с префектурами районов переданы управляющей компании, чтобы они в соответствии в дворах, где таких площадок нету, чтобы они эти детские площадки там установили. Планируем до конца года приобрести еще необходимое количество детских площадок для того, чтобы установить их в этом году. К сожалению, все работы в этом году мы завершить не успеем. Часть работ в связи с этим будет перенесена на следующий год. Детскими площадками оборудована только 5-я часть дворов Грозного. Их критически не хватает, поэтому дети часто не знают, чем себя занять в свободное от учебы время, говорят родители, и вынуждены искать альтернативу игровым площадкам. Хотели бы обратиться мы, чтобы нам сделали детскую площадку. Мы очень были бы благодарны, даже мы им помогли бы в этом. Детские площадки установят во всех дворах, обещают в мэрии. Вопрос лишь во времени. Процесс этот существенно затягивает вандалы, что громят все подряд. Эту площадку установили в начале весны, хотя в это и трудно поверить. Часть качели вообще отсутствует. Сломали, говорят дети. Другие по-прежнему стоят, но на них опасно играть из-за дефектов. Некоторые взрослые не понимают, что детские площадки рассчитаны только для детей. Вандализм не знает границ. Еще недавно это был функционирующий фонтан, который радовал местную ребятню в жаркие летние дни. Сейчас всего лишь котлован. Разрушен полностью. Видно, что взрослые постарались. Детям не под силу сделать такое. Вандалы не щадят даже многоэтажные дома. Громят и разрушают внешнюю отделку. Достают даже там, куда без лестницы, казалось бы, и не дотянуться. Возможно, используют травматическое или же пневматическое оружие. Бороться с вандализмом на улицах Грозного трудно. Хулиганы осторожничают и предпочитают громить без посторонних глаз свидетелей. Камеры видеонаблюдения не всегда спасают. Необходимо решить эту проблему, потому что важно не только строить и созидать, но и сохранить. Магомед Салтмрада, Руслан Яхеев, Магомед Сулейманов и Дауд Куруев. Новости 7.